Когда-то он считался одним из самых многообещающих футболистов в Казахстане. И потом началась война. Я уже подумал, что останусь там. Просто нужно, или ты с чего-то добился пойти вверх, или то, что есть, вообще вниз уйти. И потом обратно вернуться. Восстановление было очень тяжелое. Потом начались у меня психологические проблемы. Вот такой вес, он наоборот позволяет налегке обыгрывать мощных соперников, идти в должны дриблинг быть ноги на скорость. сильные все равно. Когда вернуться, это показывает, что есть характер, есть куда стремиться. А есть мечта вернуться в Астану? Конечно. А мне с дублем тренироваться или с основным составом? Тогда Станимир накричал, говорит, какой дубль? Говорит, завтра в 5 с основой на тренировку. Когда-то он считался одним из самых многообещающих футболистов в Казахстане. Мади Жакибаев в 15 лет дебютировал в составе Астаны, выступал за все юношеские сборные страны, а также за молодежную сборную. Мади не часто получал шанс в первой команде Астаны. Там делали ставку на иностранцев, а травмы мешали реализовать свой потенциал. 3 года назад он получил серьезную травму и выбыл из строя на целый сезон. Затем просмотр в литовском Жальгирисе. Он около 2 недель находился в расположении клуба и сыграл в нескольких контрольных матчах. Однако затем покинул команду. В своем инстаграме Жакибаев рассказывал, что в поисках футбольного клуба планировал полететь в Молдову. Он купил билет в Кишинев через Киев, но, погуляв по столице Украины несколько часов, понял, что хочет остаться. Однако на следующий день начались боевые действия. Я передумал лететь в Молдову. Мой багаж до сих пор лежит в аэропорту Борисполь. Здесь я начал сам активно искать футбольные клубы, связываться и общаться с разными людьми. А на следующий день случилось то, что случилось, рассказывал Жакибаев. По его словам, он не стал сидеть сложа руки и решил помочь жителям Киева. Как рассказывал футболист на одном из видео, ему воевать не разрешили члены семьи, поэтому Мади решил устроиться волонтером. Для желающих оказать финансовую поддержку Мади указал в соцсетях свои реквизиты, а также тратил собственные сбережения и средства семьи для помощи гражданам Украины. Вернувшись в Казахстан, он забросил тренировки, набрал лишний вес и закрылся от внешнего мира. Спустя 2 года Мади пробует реанимировать карьеру и играет в частном футбольном клубе Хан Тенгри. Предлагаю посмотреть интереснейшее интервью с человеком, который к своим 24 годам видел больше, чем многие из нас. Ранняя слава, большие деньги, война, несколько травм, депрессия. Мади Жакибаев подробно рассказал обо всем этом. 15 лет дебютировал в составе Астаны. Помнишь тот матч? Да, по сей день. Даже в фотопленке в избранных есть этот момент, когда пришли все родные. Был классный момент. Это был 2015 год. Тогда я ушел с РКСа, когда у нас был главный тренер Маруняк Василий Васильевич. Потом я не знал, в какую команду перейти. А тогда вот меня заметили Саян Жаксагельдиевич, Станимир Стойлов на Кубке Президента. Я играл за Ю-17 по 99 году. У нас был тренер испанец. Я тогда сыграл, в принципе, неплохо, забил 2 гола. И у меня был старший брат, есть. Он раньше был в дубле Астаны. Вот, я попросил, чтобы можно я с дублем пока потренируюсь, пока вариантов особо нету. И вот тогда выходили на меня Кайрат и вышла Астана. У Астане там сразу было все четко. Завели в тренерскую, там сидел Григорий Константинович Бабаян, Станимир Стойлов. И все, с первым делом Станимир Стойлов сказал, подними футболку. Я поднял футболку, он так посмотрел, сказал, ничего, уберем. И сказал, все, завтра на тренировку приходить в 5. А я сначала не понял, 15 лет, и вышел с тренерской, и потом уже собрался ехать домой, и потом еще раз зашел переспросить, а мне с дублем тренироваться или с основным составом? Тогда Станимир накричал, говорит, какой дубль? Говорит, завтра в 5 с основой на тренировку. Вот тот день я помню, лежал, переживал, а как там все профессионалы, такие игроки с именем, как я там буду. Вот тогда пошел потихоньку переход с юношеского во взрослый футбол. А дальше, конечно, чуть не получилось. Фильм снимать про Мади. Вот отдельно. Netflix смотришь. Netflix. Какие сзади тип. На красной дорожке стоишь.
Как выжить. И пацан ничего не добился, а уже целый фильм принес. Конечно. Просто нужно, или ты с чего-то добился пойти вверх, или то, что есть, вообще вниз уйти. И потом обратно вернуться. Рывковая работа. Как думаешь, почему тебе доверил место на поле в 15 лет? Ну, Станимир видел во мне большую перспективу, которую я не оправдал. Он всегда поддерживал, старался говорить нужные вещи, ну, чтобы я следил за игроками, за Неманей Максимовичем, как играть, за Патриком Твумаси. А может, то, что в 15 лет все это мне быстро и легко далось, я это принял, скорее всего, как должное и перестал сильно работать, только пришел на тренировку, ушел, все, появились какие-то определенные деньги, ну и, можно сказать, чуть голову закружило, и так со временем потом я переставал играть, потому что в Астане было завоевать в столь юном возрасте место тяжело, и когда как редко спускали играть за первую лигу, за дубль. И я вот так тренировался, но была сборная U17, U19, тогда у нас был постоянно тренер Кузнецов Александр Евгеньевич. Он всегда доверял, я старался оправдывать его доверие, там играл, а в Астане больше как тренировался. Долгое время ты находился в структуре, но играл нечасто. Это как-то злило, мотивировало, может быть, дополнительно? Ну, честно, это как-то угасало все во мне. Не давали ни туда уехать. Ну, были варианты, конечно, уехать в аренду, но иногда не получалось. Были очень много травм. Потом в 2018 году я поехал в «Шахтер» в аренду. Там уже было чуть полегче, конечно, чем в Астане. Ну, там тоже были очень хорошие игроки. Потом пришел тренер Костов. Он начал, в принципе, уже как более-менее доверять мне, ну, в тренировочном процессе. И в тот момент, когда он пришел, у нас началась в Астане юношеская лига чемпионов. И меня обратно с аренды вернули. Ну и в «Шахтере» была травма передней, вот у меня до сих пор она осталась. Я сейчас как раз по большому очень со мной посмотрели. Наша комната. Один бодибилдер, один слабенький. На войну не хотел отправить? Палестину. Через Израиль, да? Транзитом, да? Повоевал? Заехал, не выпустил. ПСК еще есть. Играете, да? Да. Кто хорошо играет? Я. Да? Димон, чемпион Алматинской области. 500 побед, 0 поражений. Потому что боятся его выиграть. Нормально. А есть мечта вернуться в Астану? Конечно, есть. Ну, как в качестве уже игрока основного состава. Ну, это нужно очень сильно заслужить. Это нужно в какой-то команде хорошо сыграть сезон в премьер-лиге, сделать результативные действия, чтобы тебя заметили и пригласили. Конечно, мечтать, все-таки мой родной клуб. Я же в 9 лет пошел на автомобилист к Прокопенко Вячеславу Владимировичу. Там начал, потом через 2 года ушел в Алмату, вот позвал меня Маруняк, Кузнецов. И вот, конечно, охота вернуться в свой родной клуб дома, сказать свое слово, поиграть там, почему нет. Все-таки как-никак лучший клуб страны. Уйдя из Астаны, ты решил попробовать себя в Европе. Поехал в литовский Жальгирис. Как так получилось? Ну, это все начиналось с 2020 года. В конце года, когда у нас был тренер Андрей Валерьевич Тихонов. Я болел с 11 лет, ну, сильно геморроем. И я обращался к своему здоровью так, на отшибись. И вот в конце 2020 году оно дало понять, что лучше прооперироваться надо было. Когда я потерял много крови с 5-й точки, я не знал, что делать. Позвонил отцу, он сказал, надо прооперироваться. Ну, я тоже проигнорировал и полетел в Турцию на сборы. И это вот у меня как раз последняя игра была. Я сыграл с Химками в старте, и потом с Чайкой во второй игре вышел во втором тайме.
И мне мешало играть, потому что всегда он вылезал, всегда кровило. И еще игра вообще не шла. И я уже не выдержал и подошел к главному тренеру и сказал, так, нужно мне прооперироваться. Показал доктору, доктор был в шоке. И отправили меня на операцию в Астану. Я прооперировался в 2021 году в феврале. Операция прошла сложно. И потом восстановление было очень тяжелое. Потом начались у меня психологические проблемы. Я закрылся полностью, ушел в себя. Потом я через 1,5 месяца пришел на тренировки, а у меня по состоянию вообще никакой. Я после операции не спал 2 недели. И у меня все мышцы вымыло просто. И я на тренировке был вообще. Ни бежать, ничего не могу, ни передачу отдать. И это меня сильнее еще схватило внутри. Типа, как так, вроде бы всегда был более-менее. Помню тот момент, когда я в один день, это было в марте, поехал на тренировку, уже был сбор за 5 минут, и я думал, зайти, не зайти. И вот почему-то я не зашел, развернулся и уехал. И вот тогда сразу началось, сразу все звонили, где уже сбор, почему нету. И в тот момент меня еще сильнее накрыло, я вообще перестал со всеми общаться. Были тяжелые проблемы, потом был на антидепрессантах самых сильных, набрал 30 килограмм. Потом летом уже начал как бы в себя приходить, уже понял, что это жизнь, такое бывает, нужно приходить в себя, строить дальше свою карьеру, жизнь как-никак. И потом в октябре 2021 года умерла бабушка, и вот после этого я уже понял, что нужно быстрее приходить в себя, потому что на родителей было тяжело смотреть. Я начал усердно заниматься, и с 89 килограмм до декабря скинул до 75. В тот момент Астана предлагала тоже остаться еще на год, может там играть за дубль или уехать в аренду, потому что все равно год паузы это очень много. Я почему-то решил, вышел на контакт с Чебуриным и договорились насчет просмотра. Я полетел туда, но я полетел полностью не готовый в плане физически, потому что с такого веса сразу пойти резко вниз, это организм, на организм очень сильно влияет. Я почему-то не побоялся и полетел в 2022 году в феврале на сборы. Я прилетел, и через день сразу была игра. И у меня в первый же день на разминке полетел левый голеностоп. Сильно опух, гематома была. А там у них время ограниченное, это все-таки европейский клуб, и сказали, что хочешь делай, мотайся, там уколы и играй. Я сыграл 3-4 игры, в принципе неплохо себя показал, потом сказали, у меня еще был лишний вес, и сказали, что ты казахстанец, нужно за тебя еще платить деньги, и сказали, давай ты форму наберешь, может быть летом. В общем не получилось. А я был как раз тогда в Литве, у меня еще виза была месяц, и я решил, в Инстаграме нашел директора Хегельман, команда вторая, и вот Антон Каунас, я с ним договорился и поехал на тренировку в Каунусе. Там было полегче, чем в Жальгирисе. Я прям на тренировке чувствовал, что я лучше их, и начал их обыгрывать. А это местным игрокам не нравилось. И они постоянно меня ломали сильно. И при этом тренер ничего не говорил. И в один момент я не сдержался и с 2 ног прыгнул в одного игрока. И у меня нога застряла правая в газоне, и нога вылетела. Я порвал передний, задний крестообразный и мениск боковой. И после этого с Литвы, я думал, что у меня с коленом не прям так серьезно, хотя, примерно осознавал. Я потом позвонил одному знакомому агенту, он говорил, есть в Молдове там какие-то варианты. А у меня пересадка была через Киев 21 февраля. Я в Киев прилетел, у меня была стыковка часов 8. И почему-то я решил остаться за день до войны. И потом началась война. Я уже подумал, что останусь там как волонтер, помогать, может, добрые дела сделать. И остался там до лета. И ближе к лету, когда я уже начал узнавать, когда вернется футбол, и летом вернулся в футбол. Мы в «Шахтере» играли, с Ткачук Евгений был. Я с ним был на связи. И он был в «Металлисте» 19-25, тоже украинская премьер-лига. И я договорился к ним на просмотр поехать. Я договорился, а у меня уже, оказывается, там все порвано. И я сразу же на первой тренировке верховой мяч, я приземлился, у меня тоже нога в разные стороны. И все, потом я уже полетел, вылетел как через Польшу, до Польши на автобусе, с Польши до Стамбула, из Стамбула вернулся домой. В 22 году летом прилетел, в Астане прооперировался, тоже операция не такая легкая была.
Вот здесь до сих пор гвоздь стоит, ну уже до конца. Отсюда сухожилие отрезали. И все, потом после операции тоже было опустошение, куда идти, что делать. Уже примерно понимал, что футбол, скорее всего, ну, для меня закрыт, раз после такой травмы. Год вообще ничего не делал, просто как просирал свою жизнь. Потом уже пошел работать. У дяди своя фирма есть, ну, полиграфия. И вот я у него работал с лета до конца декабря 23-го. Ну, поработал, много осознал. И в тот момент, ну, я сам готовился и думал, нет, я все равно возобновлю. Большая вера в себя есть. И как раз увидел то, что Александр Евгеньевич возглавил Хантингри. Ну, меня вообще никто никуда не звал. Я просто сам написал уже в отчаянии. Вот так сидеть в офисе с 7 до 5 работать. Ну, думал, это не мое. Надо попробовать еще раз. Еще раз попробую, все отдам. Если не получится, уже могу в зеркало посмотреть и сказать, ну, значит, не судьба. Но думаю, есть еще большой шанс все наладить, возобновить карьеру. Думаю, я еще свое слово не сказал. Главное, здоровье позволяет сейчас. Просто нужно более быть дисциплинированным, хорошо относиться всегда к своему здоровью, прислушиваться к организму. Ну и написал Александру Евгеньевичу: здравствуйте, поздравляю вас. Можно будет приехать посмотреть, как, ну, вообще, могу ли я или нет. Он говорит, ну, с радостью. Все, если в Алмате есть где жить, все, сам прилетай. Все, я прилетел сразу, не думая, купил билеты. И как-то более-менее здесь начало получаться. Ну, уже вижу, что примерно понимаю, что если набрать физическую форму, то могу как минимум вернуться на прежний уровень, когда-то подавал большие надежды. Ну, а можно еще и уехать за границу, если при большом желании. И, конечно же, большая цель, мечта попасть в национальную сборную. Тем более видишь, когда наша сборная такие результаты дают, когда я там тренировался, играл с Алипом, а сейчас игрок уже с большой буквы. Бахтиер Зайнудинов. Есть прекрасный пример, с кем я даже тренировался. Думаю, все возможно, все по воле Всевышнего. Никто не знает, что будет завтра. Так что вот так. Я говорю, догонит, нет? А в премьер-лигу с кем планируешь залететь? С Хантингри или уже в новой команде на следующий год? Дай бог нам сначала здесь поиграть, заслужить место в составе, а там как видно будет. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы, дай бог, стали чемпионами и выйти в премьер-лигу с Хантингри. Ну, вот знаешь такой стереоотип, что вот тренеры команд премьер-лиги говорят, да, что он там в первой лиге забивал, раздавал, это же не уровень. Типа проще пусть приходит доказывать в премьер-лиге. Все равно уровень футбола же разный. Там сейчас плюс у нас лимит на легионеров отменили. Думаю, конечно, в первой лиге легче кому-то забить 15-20. Есть же у нас нападающие, сколько забивают. А в премьер-лиге уже, ну раз уже ты 7-8 забил, уже хорошо. А на просмотр в команду премьер-лиги поехал бы? Ну, честно, пока нет бы. Ну, может бы, хватило бы сил, но пока я бы, мне кажется, точно до лета не играл бы. Вот здесь хорошая команда и под задачу. Нужно просто поиграть, желательно сезон, чтобы форму набрать, уверенность набрать, а потом уже можно и на просмотр ездить. А если этот Хантингри столкнуть с командой премьер-лиги Казахстана? Ну, я думаю, мы потягаемся точно. Да, может быть тяжело с Астаной, с кем, с Тоболом. Ну, думаю, с нижней шестерки точно потягались бы. Ты говоришь, психологические проблемы. Я как бы слышал, что ты закрывался в комнате. А как так произошло? Ну вот, даже я по сей день анализирую, не знаю. Думаю, может, у меня был какой-то синдром отличника, что я старался всегда быть лучшим. Ну, может, это не всегда получалось, конечно. Просто я подумал, вот когда то, что я сделал шаг назад, то, что я отступился, я это как принимал. И это все начало меня давить. То, что потом я не пришел на тренировку в Астане, это вообще меня как-то замкнуло сильно. Потому что раньше всегда даже боишься прийти на минуту, ну, позже. Там сразу напихают, как Юра Логвиненко всегда скажут, и потом будешь за час приходить. Ну, и как-то и после операции мне просто там 4 геморроя вырезали, там и нервные окончания. Потом врачи говорили, может, что-то повредили там. Ну, и может и такое быть. Ну, потом, слава Всевышнему, в себя пришел, антидепрессанты выкинул. И уже начал, в первую очередь, начал просто друзьям отвечать.
Ну, Рамазан Каримов постоянно, как близкий друг мой, всегда поддерживал. Я с семьей его хорошо общаюсь, всегда поддерживал, переживал. По сей день общаемся, что, как. Вот за него очень рад. Думаю, у него большое будущее. Молодец, уехал в Махтарал, забил. Сейчас уже в Астану поехал как игрок другого формата. Думаю, вот у него хорошее будущее будет у него. А были ли панические атаки? Панические, да, были. И как ты пытался это перебороть? Ну, вот, конечно, если какие-то панические атаки, нужно было всегда с кем-то разговаривать, а я вот, как упертый овен всегда пытаюсь все сам. И как-то в себе лежал, находил, вообще ничего не делал, не двигался, просто лежал в своих мыслях. А что, как? Были, конечно, мысли, страшные мысли были, но я просто лежал и думал, ну, надо как-то выходить с этого. Уже когда вес скидываешь, вот что с телом происходит, и с техникой в том числе? Становишься легче. Да, А легче техника дышать. теряется, да, вот за это Техника время? не теряется, не? Когда даже 89, она техника останется. Если Была, она да? есть, да. Слушай, а ты считаешь, что нужно подкачаться для того, чтобы Надо. легче было в единоборствах? Да, вот это мне сильно не хватает. Работаешь над этим? Да? Просто, допустим, некоторые говорят, что вот такой вес, он, наоборот, позволяет налегке обыгрывать мощных соперников, Ну, идти в должны дриблинг быть ноги на сильные скорость. все равно. Ноги, чуть руки толкаться. Никто же так пройти не даст тебе, по красной дорожке проходить. Там всегда нужно толкаться. Физика все равно нужна. Сейчас футбол стал более, у кого есть физика. Там единицы, кто могут, как давить силу, кто-то выделяться. Это сигнал для розыгрыша мяча. А получается так, еще вратарь у нас мяч не зафиксировал, вы уже бежите. Ну как он вам будет давать? Потом плюс того, что еще отскок у защитников выполняется, еще должен выполнять опорная линия. Тройка, она тоже реагировать должна под мяч идти. Структурно. Понятно, хорошая мобильная. В один игра, я сказал, очень важна, там не проигрывать на флангах. В середине там вот эти стенки перекрывали, конечно, молодцы, двигались, движение хорошее было. Вот последнего паса не хватало где-то, эпизода. А чем тебя привлекает проект Hunt Angry? Ну, это частный клуб. В Алмате только Кайрат, в принципе. Ну, есть Жаскаран. Ну, вот у Hunt Angry большие цели, большие задачи. Ну, мне нравится их подход полностью. Ну, здесь всегда все налажено. Ставят большие задачи. Постараемся в этом году выйти в Премьер-лигу, по воле Всевышнего, если получится. Ну, состав собрался, в принципе, очень такой хороший. Многие опытные игроки здесь. И молодежь очень хорошая. Думаю, чуть не хватает нам пока сыгранности. Но я думаю, все со временем придет. Нужно побольше тренироваться усердно. И думаю, все получится. Как думаешь, можно ли реанимировать свою карьеру, играя в Hunt Angry в первом дивизионе и громко заявить о себе? Почему нет? Всегда можно, я думаю. Главное мне, чтобы, конечно, не было травм и заслужить игру в стартовом составе. И по воле Всевышнего отыграть весь сезон. Просто я так смотрел, у меня не было такого, чтобы я плодотворно отыграл весь сезон. Ну, такого даже ни разу не было. Ну, только когда был в юношеских, да, там всегда играл, вот из этого был результат, и заметил Астана. А потом уже начались такие качели. Ну, это, конечно, только моя вина. Ну, если отыграть полный сезон, показать результат, ну, главный командный результат, выполнить поставленные задачи тренерским штабом, директорами. И, конечно, постараться побольше забить, побольше отдать. И да, если, дай бог, выйти в Премьер-лигу, там поиграть, конечно, можно заявить о себе. Главное желание. А сама концепция развития клуба Hunt Angry, она импонирует тебе? Да, очень. Ну, мне очень понравился клуб здесь. Самое классное, что коллектив хороший здесь. Тренера очень хорошие, опытные. Взгляд на игру очень хороший. Ну, я думаю, дай бог, все получится у клуба. Раз большие задачи, раз человек вкладывает свои личные средства, тоже как-то нужно оправдывать. Он сам своим трудом заработал и пытается нам помочь, как говорится, и развить клуб в таком большом городе, как в Алмате, чтобы в будущем быть как конкуренты Кайрату. Ну, а почему нет? Все возможно. Ну, клуб только зарождается, и дай бог, чтобы все получилось. А что в целом, как коллектив? Коллектив супер. Всех знаешь? Со всеми Ну, не знаком? прям всех. Ну, даже вот с Магой познакомились только в январе, уже хорошо общаемся там.
Не, хороший коллектив. Все пацаны старички, молодые. Разговор был с тренером, что проблем не будет с практикой в Нет, ханте-игре? такого нету. Ну, этот нужно заслужить на поле. Сейчас, может, еще игроки подъедут. Будет конкуренция большая. У нас и как и первый состав, и второй состав, все хорошие. Вот Кузнецов рассказывал, что во время твоей депрессии какие-то мотивационные ролики тебе отправлял, фильмы, чтобы ты это смотрел. Да. Да, отправлял. Как-то. Помогало? Ну, я их не смотрел. Там не до этого было. Что, вставим это или не вставим? Да, я с родителями не разговаривал, тут бы еще от Евгеньевича смотрел бы ролик бы. Я просто, видишь, иногда... Ну, он хотел Типа- помочь. А проблема была лишь просто в том, что человек не реализовался, и большие были амбиции. И молодому парню так немножко, можно сказать, преградили дорогу в большом футболе. Это бывает. И вот я рад, что он сейчас с нами присоединился, работает. В принципе, все от него зависит, от нас будет поддержка ему. То есть даже спустя 2 года, после вот этой длительной паузы, по своему потенциалу, он способен попасть и в национальную сборную, и в премьер-лигу. Ну, давайте возьмем так, что человеку только 23 года, 24 будет. Еще все впереди у него, тем более он, говорю, рано в премьер-лигу попал, у него достаточно хороший опыт. Если я вам так скажу, 2000 год рождения, в линии атаки, да, то он не хуже всегда был в лидерских качествах Сидахмета. То есть он важные матчи именно Жакибаев решал. Когда мы 2-0 сербов победили, дубль Жакибаев сделал. На Европе 2-2 сербами, также Жакибаев. То есть у человека хороший потенциал. Отдельный комментарий взяли по тебе у Евгеньевича. Кого? У Евгеньевича. Ну и что говорит? Ты хочешь посмотреть до или после публикации? Да можно после. Ну ты примерно представляешь, да, что он сказал? Про меня? Да. Я вам говорил, да. А потом сказал, я нашли, по идее. Гроб открыли, я там живой, не живой. 90 килограммов, да? Да. У меня надежда есть, сердце бьется. А вот эти твои проблемы, они вообще никак не были связаны с личной жизнью? Только исключительно с футболом? Нет, с личной жизнью они не были связаны. Там, да, больше, мне кажется, футбол и, не знаю, может, там все, что накопилось, оно все в один момент вылилось. Не каждому посоветуешь такое, даже врагу, такие проблемы психологические. Главное с них вылезти, главное, как говорится, не наложить руки на себя в таких моментах. Это тоже страшная вещь. Лучше кому-то что-то сказать, ну, всегда тебя кто-то поддержит. Потому что у всех людей есть проблемы. Просто кто-то Или об этом... все-таки лучше обращаться к квалифицированному специалисту? Ну, конечно, лучше к специалисту, да. Если что-то надо пропить, лучше пропить, там, набрать какой-то вес, ну, не проблема, потом скинешь. Но главное, чтобы потом в психушке не лежать. Не так можно же на всю жизнь там и остаться. Но ты лично и твои родные и близкие, они гордятся тобой, и ты сам гордишься собой тем, что ты вот этот путь прошел и уже вернулся в футбол, сбросил вес, Для переборол меня, вот эти проблемы. лично для меня это большая победа. Даже вернуться в футбол. Ну, после 2 операций сложных, после всяких, многих испытаний. Там война была, Алматинская, когда революция была, после этого всего, после психологических проблем, набор веса. Потом, пока его скидывал, конечно, для меня вернуться, ну, это показывает, что есть характер, есть куда стремиться. Ну, а родители, ну, не знаю, ну, думаю, гордились, когда попал в 15 лет в Астану. Ну, я думаю, и по сей день гордятся, то, что пришел в себя, то, что им самое главное, что всегда оставался человеком. Ну, а футбол получится, нет, только Всевышний знает. Так, самое главное, думаю, доволен, то, что я просто вернулся в футбол уже, как прежде стал. Насколько тяжело было сбросить 30 килограммов перед? Ну, честно, было очень тяжело. Было по 3, по 4 тренировки в день. Был диетолог. Я занимался вот в Астане. Тренер есть, Ренат Абитов. Ну, вот у него Be-Unlimited есть своя клиника. Вот он помог хорошо. Это я скинул с 89 до 75. Ну, это нормально было. Я помню первую тренировку, когда я на беговую дорожку встал, 89 килограмм. Если у меня колени там кричали. Вот было тяжело. И у меня до сих пор есть эти все фотки, видео, чтобы иногда ночью знать, что я лучше с утра проснусь и в тренажерку схожу. Что, как все, сбор? Супер! Отлично. Каждые 2 дня будут игры. До 3 числа здесь. Ну, сегодня хороший соперник. 5-я команда ФНЛ. Проверить силы первой лиги России против нашей первой лиги.
Пока держимся. Их первая лига, говорят, лучше нашей первой лиги. Ну, возможно. На какой позиции тебя тренер видит? Ну, или под нападающим, или с левой атакующий вингер. А где комфортнее играть? Десятка под нападающим. Ну, куда поставить тренер, там и будем играть. Ты, по-моему, даже опорником пробовался, да? Ну, вообще опорником играл всегда. Опорника под нападающего, Устойлова вправо ставил, на тренировках постоянно, слева. Ну, еще Евгеньевич нападающего ставит, когда как. Он считает, что у тебя техника хорошая, да? Может быть. Хотя это не так, да? Любишь, да, идти в дриблинг, один в один обыгрывать? Люблю. Только надо чуть физику поднабрать, чтобы идти. Это можно как пойти, так и потерять сразу. А кто в самом порядке в Хантенгри, по твоим ощущениям? Ну, кто в порядке? Да. Ну, блин, все хорошие. Ну, для меня видно, что если сейчас Мага форму наберет, ну, видно, игрок высокого уровня. Чуть-чуть, если физически данные набрать ему, ну, я думаю, он просто год не играл, и думаю, быстро сейчас втянется, и потом будет показывать результат. Ну, я считаю, это игрок национальной сборной. Самый памятный момент со времен выступления в Астане? Еврокубковые матчи, может быть, чемпионство, какие-то игры отдельные? Конечно, когда вышли в Лигу чемпионов, я тогда на выезд не полетел в Кипр, но я дома сидел, смотрел всей семьей через Каспорт. Вот тогда было очень волнительно за команду, то что как бы я уже часть этой команды, хоть и не играю, но нахожусь возле этих парней. Ну, это было очень классно. А потом, то, что 15 лет мне же нельзя было играть, а потом говорили, что против Атлетика могут на замену посадить. Я думаю, блин, ничего себе. Ну, думаю, реально, нереально. Ну, там по регламенту, оказывается, только 16 можно было. Вот. Ну, играл юношескую Лигу чемпионов, тоже опыт. Против Тео Эрнандеса, Люка Эрнандеса, сейчас игроки большие. Ну, и запомнился еще момент, когда Манчестер Юнайтед обыграли с Григорчуком. Вот тогда я на замене сидел. 1-0 проигрывали, но атмосфера понравилась. Вот когда был на матче. А хотелось выскочить на поле? Конечно. Еще нас тогда разминаться отправили меня, Прокопенко, Желмукана. Ну, я понимал, что, скорее всего, вряд ли выйдем, но чтобы многие не замерзли, пошли отправить. А так, да, конечно, хотел. Когда еще родители сидят, всегда охота доказать. Я думаю, не тот уровень был еще, чтобы даже под замену выходить. То, что уже сидел, это значит, уже чем-то доказал. Ну, а чтобы выйти на замену, ну, я не был бы готов. Скажи честно, вот зарплата, которую в Астане ты получал, она как-то сносила крышу? Ну, она вовсе не сносила, в принципе, крышу. Просто тратил очень много. Жил только одним днем. Думал завтра, ну, так же все будет. Не скажу, что это прям супер большие деньги. Ну, больше там на себя, на вещи. Ну, все равно родителям отдавал. Там куда-то сходить, там покупал что-то себе, там телефон, там приставку. Ну, так уходило. Если так тратить, конечно, можно и без денег остаться. А потом уже, когда все это закончилось, и премиальные, все, и зарплаты, все, уже потом так работаешь, получаешь 200 тысяч тенге в месяц, и уже думаешь, надо было раньше головой думать. И потом думаешь, если будет наложиться такой момент, я его точно не упущу, потому что жизнь хорошо на место поставила. Ну, я думаю, все по воле Всевышнего. Я все равно благодарен за такие испытания, что все так произошло. Многое осознал. И теперь уже с чистой головой, с чистыми намерениями идти вперед. Быть ближе к Всевышнему все равно как-никак. Все ненужное убрать и идти вперед, тренироваться усердно и усердно. А дисциплину часто нарушал? Нет, особо такого не было. Что где-то там допоздна быть в каких-то заведениях. Такого прям особо не было. Ну, вот все равно, там, если лишний раз там, сходить было куда-нибудь в тренажерку, потренироваться, ну, в 15-16 я проходил мимо, думал, а я уже в премьер-лиге. А в итоге что? Просто казался, а не был, на самом деле. У тебя личный рекорд, по-моему, в Шахтере был, да? В дубле? Я не Или помню. где? Ты прям много забил в каком-то сезоне.
Да я особо много и не забивал. Ну, за дубль я там максимум 7 забил в 11 играх в 2016 году. Это Шахтер же был или Это Астана? Астана была? Когда в Астана символическую сборную попал, да, и все. В первой лиге там забил вроде 2, отдал 1, и все. Да, полный сезон никогда не играл. Я вот от силы один раз 17 игр сыграл в первой лиге. У Мароника Василия Васильевича, он там сидит. Я, конечно, по себе очень большой мечтатель. Самая главная мечта — это попасть в топ-5 и там поиграть. А почему нет? Да, тяжело, конечно, еще никого особо и не было там. Ну, мне кажется, по моим ощущениям, первым туда уедет это Алип. И даже не Ебаха. Ну, для меня Алип первый уедет почему-то. Вот. Мне кажется, года 2-3 он там будет. Много перспективных молодых, кто может уехать. Ну, вот если брать из самых талантливых, вот кого я знаю, для меня это Прокопенко, Влад. Вот мы с ним начинали вместе. Вот, для меня он самый талантливый. Почему его в сборную вызывают, но он не играет? Ну, я думаю, всему свое время. Мне кажется, он скоро начнет и в Астане играть, и, дай бог, в будущем в сборной. Ну, это очень креативный игрок под нападающим. У него видно прям взгляд игры чуть другой. Андрюха Ульшин есть тоже с Кайрата, левоногий. Вот он тоже. У него прям иногда то, что, допустим, я не могу увидеть, он как-то это видит и как-то еще и дает. Слава Швырев. Ну, вот все мы, кто в РКС учились, много хороших талантов. Армашка, Кенес с нами все были. Кто еще был? Басман. Манера игры немножко на Армашка похож, да, ты? Или знаю. кажется? Кажется. Кажется. Да. А они пытались себя вернуть из Украины, когда там находился в течение полугода? Да, все пытались, многие пытались. И СМИ, и там вообще кто только не звонил. Ну, почему-то я хотел остаться. Почему? Ну, не знаю, вот как-то мне понравился Киев, и даже была война не страшна. Не боялся? Нет. Там все-таки ракеты, Да, военные были, действия. да, все. И дроны поначалу летали, и отстреливали там их, я просто рядом смотрел. И проверяли постоянно каждый день, почему, как, так, типа, ты прилетел за день до войны, типа, может, ты что-то знал. Я, типа, говорю, я ничего не знал, у меня там была перестыковка, решил остаться. И все, вот так как-то там начал уже общаться с полицией, так начал знакомиться, с СБУ, как у нас КНБ. И вот так подружился с многими, даже с некоторыми, иногда, может, на связи, спрашивают, как вернулся в футбол, тоже переживают. И так ходил, помогал тоже. А где ты там жил и на что жил в Киеве? Я жил, я квартиру снимал там, да, там остались какие-то вот средства, которые, в Астане заработал, на депозитах были, пенсионку снял тогда, тоже помог. Ну, уже в конце уже последние 1,5 месяца особо вообще денег не было, ну вот семья помогала. Кто-то близкие друзья скидывали, да, вот так. Помогали. Все, что ты заработал в Астане, полностью все потратил? Ну, как-то я потратил. Ну да, только если вот там с братом квартиру купили, в 2015 году машину еще. Ну, в принципе, да, то, что пришло, но как пришло, так и ушло. Нужно было, конечно, чуть с умом, но умнее будет. Не последние деньги. А скажи мне, вот бывшие одноклубники по Астане, прежде всего, они интересовались вот твоей судьбой, может быть, писали, пытались помочь, поговорить с тобой? Да, многие пытались, практически все даже писали. Легионеры постоянно узнавали. Марин Томасов, Парсигян, Тигран, Жарко. Они прям мне не писали, они молодым говорили, пускай приходят, ничего страшного, типа, это жизнь, мы понимаем то, что он там сильно набрал. Вот я почему-то не мог прийти. Типа, чтобы меня в таком состоянии увидели, не знаю, как или стеснялся, или не мог себя принять. А так, да, поддерживали. Давид Лори у нас был тогда тоже, поддерживал. Домой как-то хотел приехать, я просто брату сказал, пока не надо. Так хорошо поддерживали. И они не стали обрезать контракт, за что им большое спасибо. И у меня был контракт до конца 2022 года. Так и остался. Думаю, всему свое время, еще ничего не потеряно. Главное собраться с мыслями. Всегда я верю в себя, думаю, все получится. Раз все испытания, то они от Всевышнего. Там уже дальше как пойдет.